Добрый день, рада всех приветствовать. Представлюсь, меня зовут Салюгина Ирина Борисовна, я являюсь кандидатом педагогических наук, доцентом и руководителем программы магистерской подготовки по направлению психолого-педагогическое образование, направленность профиль специалист по работе с семьей. По данному профилю подготовки в 2022 году запланировано 16 бюджетных мест, 3 из которых являются местами по целевому направлению. Стоимость обучения, которая составляла в прошлом учебном году, является 48 тысяч. Обучение рассчитано на 2,5 года. Обучение предполагает только заочную форму. На первом курсе запланировано проведение 3 сессий. Первая сессия установочная, по продолжительности она будет длиться 2 недели, и вторая сессия это зимняя, 3 недели, и третья сессия летняя, тоже 3 недели. На втором и третьем курсах предполагается только по 2 сессии, зимнюю и летнюю. Поступление организуется на базе высшего образования. Вступительные экзамены проходят в форме комплексного экзамена, а именно тестирование, на котором вам будет предложено 25 тестовых заданий по дисциплинам: общая педагогика, общая психология, социальная педагогика, семьеведение, профилактика социального сиротства. На сдачу экзамена предоставляется только 1 попытка. На выполнение комплексного экзамена по времени дается 60 минут. Работа включает в себя, как я уже и говорила, 25 тестовых заданий на разные уровни сложности. Оценивается по 100-бальной шкале, проходной балл 50. Баллы выставляются за полностью верное выполненное задание, пересдачи не предусмотрено. Сроки подачи документов представлены сейчас на слайде, а именно с 20 июня по 6 августа 2022 года это на бюджетную форму обучения, и с 20 июня по 11 сентября 2022 года на коммерческую или внебюджетную форму обучения. Каковы же особенности программы магистерской подготовки «Специалист по работе с семьей»? Структура каждого модуля позволяет использовать его в качестве вариативного или дополнительного в программах других направлений. Программа разработана с учетом профессиональных стандартов педагог, педагог-психолог, педагог дополнительного образования. Типы задач профессиональной деятельности, которые вы можете решать, завершив обучение по данной программе, это психолого-педагогическая деятельность, методическая деятельность и деятельность по сопровождению ребенка и семьи. А также особенностью программы обучения в магистратуре по направленности профилю специалист по работе с семьей является тот факт, что к поступлению могут быть допущены все лица, имеющие высшее образование, то есть не обязательно иметь профильное педагогическое образование. Какие же дисциплины изучаются в рамках магистерской подготовки специалист по работе с семьей? В каждом модуле, который я уже называла ранее, предусмотрены свои специфические дисциплины. В частности, в модуле универсальной подготовки предусмотрено изучение таких дисциплин, как саморазвитие и проектирование профессиональной карьеры, управление ресурсами, кросс-культурные коммуникации. В модуле психолого-педагогической подготовки предусмотрено изучение таких дисциплин, как психолого-педагогическое сопровождение научно-исследовательской деятельности, саморазвитие и проектирование профессиональной карьеры, акмеология. В модуле семьеведения
Предусмотрено изучение таких дисциплин, как семейная педагогика, психология семьи и родительства, методики диагностики детско-родительских отношений. В модуле профилактика семейного неблагополучия будут изучаться такие дисциплины, как детское и семейное неблагополучие, жестокое обращение в семье, клиническая психология детей и подростков, психотравматология. В модуле технологии работы с семьей изучаются такие дисциплины, как основы социальной работы, методика психолого-педагогического консультирования, психокоррекция и психотерапия семьи, конфликтология, технологии работы с различными категориями семей. Также в рамках овладения данной магистерской программы предусмотрены те или иные виды практик, обычно это бывает по 2 практики каждый год, а также научно-исследовательская работа, которая будет заканчиваться написанием выпускной квалификационной работы. Формами организации учебного процесса по овладению магистерской программы специалист по работе с семьей являются, во-первых, это заочная форма обучения, которая может проходить также и в дистанционном формате. Это лекционные практические занятия, лабораторно-практические занятия. Безусловно, это большой объем самостоятельной работы студентов-магистрантов, это факультативы, курсовое проектирование и дипломное проектирование. Сейчас перед вами представлена дорожная карта обучения по направлению профилю специалист по работе с семьей, которая условно может быть разделена на 5 учебных семестров, то есть 2,5 года обучения предполагает 5 семестров. В первом семестре будут изучаться дисциплины, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, и это модули психолого-педагогической подготовки и семьеведения, научно-практическая работа и практики. Во втором семестре дисциплины, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций и модули психолого-педагогической подготовки и семьеведения, а также научно-исследовательская работа и практики. В третьем и четвертом семестрах предполагается изучение дисциплин, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций в соответствии с выбранной программой, а пятый семестр предполагает государственную итоговую аттестацию, то есть написание и защиту выпускной квалификационной работы. Где же могут быть трудоустроены выпускники, завершившие обучение по магистерской программе подготовки психолого-педагогическое образование, направленность, профиль специалист по работе с семьей? Безусловно, это службы и центры медико-психолого-педагогического сопровождения, центры поддержки и помощи семье и детству, органы опеки и попечительства, учреждения подведомственные Министерству семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан. Кем могут быть трудоустроены наши выпускники? Это педагогам, в частности, педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего образования, педагогам дополнительного образования детей и взрослых, а также специалистам по работе с семьей, если таковая должность включена в штат учреждения. Как к нам поступить? К нам поступить достаточно несложно. Во-первых, вам необходимо обязательно документ, подтверждающий высшее образование, да? То есть это может быть уровень бакалавриата или специалитета. Во-вторых, это паспорт, СНИЛС, и сам документ об образовании высшем. Каков же алгоритм вступительных испытаний по профилю специалист по работе с семьей? С 20 июня по 6 августа осуществляется прием документов. Для
коммерческих студентов, то есть для студентов, которые будут обучаться на возмездной основе, это с 20 июня по 11 сентября. Затем с 7 августа по 17 августа проведение, собственно, экзамена, как я уже говорила ранее, который будет проходить в форме тестирования комплексного. 18 августа будут вывешены уже конкурсные списки, где вы увидите, сколько баллов за тестирование вы набрали. 21 августа последний день приема согласий на зачисление, и 23 августа издание приказа о зачислении в ряды студентов Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Ну и на этом слайде представлены, уважаемые абитуриенты, контакты. Пройдя по ссылочкам указанным, вы можете посмотреть количество бюджетных мест, посмотреть, какие документы и как они должны быть оформлены, ну, в частности, целевое, если у вас есть договор о целевом обучении, как он должен быть правильно оформлен. То есть по этим ссылочкам вы увидите ту необходимую для вас информацию, которая вам может быть полезна, если вы планируете поступление к нам в магистратуру по направлению психолого-педагогическое образование, направленность профиль, специалист по работе с семьей. Я искренне верю, что уже в сентябре месяце 2022 года вы будете нашими магистрантами первого курса. Ждем вас с нетерпением!